Кабинет министров Северной Осетии одобрил комплексный план развития математического образования в республике. Несмотря на проблемы с бюджетом, федеральная концепция будет реализована. Кроме того, члены правительства согласовали список детей, которые отправятся на президентскую елку и на елку мэра Москвы. А туристический проект «Мамисон» теперь имеет проект разработки, который был одобрен в правительстве Северной Осетии. Документ уже прошел ряд проверок, свои поправки внесло Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики республики. Сам проект «Мамисон» целиком федеральный, он реализуется на федеральных землях, федеральной управляющей компанией курортами Северного Кавказа за федеральные же деньги. Вопрос в приоритетах, полпред Меликов об этом как раз и говорил, вопрос в приоритетах, вопрос в том, что будет раньше, что будет позже. Глава Владикавказской городской думы Махарбек Хадарцев продолжил серию субботних обходов городских объектов. Вместе с ним Музей истории Владикавказа посетили работники администрации. Хадарцев остался под большим впечатлением и обещал всяческую поддержку музею. Инспекция посетила и здание бывшего планетария. В плачевном состоянии оно находится не первый год. Необходимо срочным образом менять кровлю и окна, а также привести в порядок затопленную часть. Как отметил Махарбек Хадарцев, на новой неделе начнется определение собственника здания и подготовление к реставрационной работе. Далее городские чиновники отправились в детскую художественную школу имени Тавасиева. Несмотря на размеры здания, мест для занятий не хватает, классы переполнены, недостает помещения для музея, где можно будет выставлять детские работы. Глава муниципального образования сразу обратил внимание на то, что здание нуждается в срочном ремонте. Вы сами все видите, в каком состоянии эта школа, детская художественная школа. Не хватает классов, не хватает помещений. Вот мы заходили сейчас в большое помещение, где планируется сделать музей, потому что мы заходили в кладовую, где хранятся эти рисунки детские учеников этой школы. Поэтому, конечно, они должны висеть. И люди, которые должны приходить в школу, они должны это видеть должны родители, которые отдают. Директор говорит, что очень много желающих, но, к сожалению, всех желающих они не могут принять, поэтому они думают, как бы расширить, увеличить классы. В преддверии Дня матери специалисты Пенсионного фонда провели выездную консультацию для пациенток родильного дома номер 2. Новоиспеченные мамы и те, кто в ближайшее время обретут этот статус, получили информацию о своих правах на социальную государственную поддержку. Программа «Материнский капитал» действует более 8 лет. За это время сумма субсидий выросла вдвое. Закон позволяет использовать средства на улучшение жилищных условий, образование детей и будущую пенсию мамы. На сегодняшний день уже более 37 тысяч семей по республике имеют сертификат на материнский капитал. Из них свыше 15 тысяч уже воспользовались этими средствами. Ну, конечно, львиная доля, это около 15 тысяч, это улучшение жилищных условий, по этому направлению направили средства, и 226 семей на образование детей. Во Владикавказе подошел к концу один из самых масштабных журналистских форумов в стране. Всероссийский фестиваль телевизионных программ «Восхождение» собрал в республике более 100 участников со всех регионов России. На встрече с руководителями региональных филиалов ВГТРК председатель правительства Сергей Такоев и генеральный директор курортов Северного Кавказа Сергей Верещагин говорили о масштабе проводимого форума. Особенно важна его роль в развитии туризма в субъектах, а также в сохранении их историко-культурного и природного наследия. Представители более 60 регионов России приняли участие в заключительном этапе фестиваля. Лучшие проекты оценила профессиональное жюри, в которое вошли известные медиаперсоны и эксперты. Вы слышали сегодня, да, сами, что более 60 территорий только финалистов, да, это субъектов, то есть почти вся страна участвует. И для нас это очень важно. Вот правильно Сергей Викторович сказал, да, что и здесь все пришли к тому мнению, что, к сожалению, вот последние годы, может даже пару десятилетий, Кавказ ассоциируется с чем-то нехорошим, с чем-то опасным. Поэтому вот чем больше людей увидели, люди первый раз сами зовут, а это журналисты, это люди, которые доводят, в основном они формируют общественное мнение, и во многом благодаря их коллегам сегодня такое мнение о Кавказе. Поэтому надо обратный процесс тоже начинать, и это очень важный шаг в этом направлении, на наш взгляд.
Во Владикавказе прошел бенефис Анатолия Диваева. Поздравить артиста пришли его друзья, народные артисты, заслуженные деятели искусств и наук. Среди них Олег Тайсаев, Надар Плиев, Ахурбек Магометов, Хаджумар Сабанов. Каждый, кто пришел на бенефис, насладился не только монологами, но и стихотворениями в исполнении Анатолия Диваева. Зрителям продемонстрировали кадры из фильмов с участием артиста. Отдельное внимание было уделено образу Иосифа Сталина, которого в январе актер сыграет в 11-й раз. Я актер театра и иногда снимаюсь кино. А встреча с моим зрителем – это для меня всегда радость. Я давно не встречался, давно не выходил на зрителя. Поэтому это для меня как зарядка аккумулятора. Без этого я не смогу дальше существовать. В городах России стартовала акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». В Северной Осетии она проходит уже 8-й год подряд под эгидой Федеральной детско-юношеской спортивной школы. В этот раз в состязаниях приняли участие 8 команд из городских и районных спортивных школ, фехтовальщики, легкоатлеты, футболисты, борцы. Все они – будущее Осетии. Привлечь детей к занятиям спортом и уберечь от вредных привычек – главная цель этой акции. Участие принимает много команд, это из районов приезжают команды спортивных школ и городские спортивные школы. 8-й раз проводится, за 8-й раз уже, наверное, есть и спортсмены, которые на сегодняшний день становятся и мастерами спорта международного класса, такие как Хугаев Алан, потом Валиев Андрей, Бойцаев Владислав. Они взрослые, они начинали тоже с этих веселых стартов. В Северной Осетии стартовал турнир по боксу на призы ветерана Великой Отечественной войны Виктора Коняева. В течение 3 дней на турнире свое мастерство в боевом искусстве показывали более сотни спортсменов со всего юга России. В течение 3 дней на турнире свое мастерство в боевом искусстве показывали более сотни спортсменов со всего юга России, Абхазии и Южной Осетии. Функция состязаний в том числе воспитательная. Для многих ребят этот турнир как экзамен во взрослую жизнь. Возраст многих участников не превышает 12 лет. Ценность турнира, любого турнира, тем более юношеского, заключается в том, что это развитие спорта, популяризация бокса в данном случае, потому что если дети занимаются каким-то видом спорта, то им нужно выступать на соревнованиях. В рамках чемпионата России по волейболу прошел очередной тур в зоне Юг. В спорткомплексе Согу встретились команды Эристон и Динамо Майкоп. В первом матче астинские спортсмены одержали уверенную победу 3-0. Во второй игре удача отвернулась от нашей команды. Поражение 1-3. По словам игроков, на общем настрое сказались проблемы начала сезона. Напомним, Эристон столкнулся с нехваткой финансирования, из-за чего команда могла сняться с чемпионата. Вопрос был урегулирован, но предсезонная подготовка не прошла должным образом. Несмотря на проигрыш, североостинская команда по-прежнему лидирует. Впереди еще много игр, тренерский штаб Эристона рассчитывает на итоговое 1-е место предварительного этапа. Конечно же, мы рассчитывали обе игры забрать здесь дома, но не получилось у нас. Майкоп очень приличная команда, ближайший наш соперник за выход в полуфинал из-под группы. Больше им повезло сегодня, так что я считаю, что они тоже заслуженно победили. Ребята бились на площадке, мы побольше понашибались, где-то силы воли нам не хватило, где-то в концовке мы чуть погрубее сыграли. Но я трагедию из этого не делаю. У нас еще все впереди, и мы будем, конечно же, стараться остаться в лидерах подгруппы.